Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ребятки, всем привет! Ну что, конец мая, сегодня 31 число, завтра первый день лета и вроде как и пахнет летом. Впереди, ребят, даже 28 градусов, в воскресенье сегодня у нас пятница, 20 градусов тепла, шикарная погода. Резко сразу махом начало все зеленеть. Деревенский, смотрю, пошла движуха в огородах, картошка. У нас, в принципе, тоже все потихоньку, как сказать, обсаживается, засаживается. В общем, вроде как подпустила, слава богу. Сегодня, друзья, рыбалочка. Хочу выскочить по фидеру. Крайняя разведка показала, что белая рыба активна. В общем, сегодня именно вот хочу без вот этих доночек сесть, культурненько побалдеть, покормить и попробовать отловиться. Так, ну как обычно, деревня, ребята, сборы. И перед рыбалкой надо вскрыть одну коробочку, которая пришла, еще заказывал прошлым летом, к концу сезона. Ну, наша любимая почта подвела, и, в общем, посылка пришла только через месяц, а это уже была осень. И, соответственно, уже рыбалку на фидере я закрыл. Но вот в этом году зато не надо ничего искать. Есть как раз коробочка на 2-3 рыбалки, нам хватит. Так что давайте распакуем, ребят, погнали. Вот такая, друзья, коробочка. Я ее не помню, я ее вскрывал вроде. Так, посмотрел немножко. Это представитель Карпомания. В общем, много прикормки у ребят. И вот заказал я, в общем, для себя всяких вкусняшек. Что понравилось, ребята, что положили ведро закормочное. Как там многие ее называют. Конечно, молодцы, уровень вообще. Это все понятно, я вот для себя заказывал, посмотреть там туда-сюда, попробовать. А вот положили ведерко. Блин, приятно, в общем. Сколько литров, непонятно. Ну, прикольно. Так, и вот, в общем, ребят, различные такие вещи. Кукуруза гранированная, это слива.
анис. Это у нас кукуруза, ваниль. Так, это у нас пелец, клубника. Ну, это, в общем, ребят, на карпа, конечно. Возможно, в этом году у меня будет рыбалка. Я поеду в гости на карпа. Пуфики, микс. Но это, в принципе, можно и у нас рыбачить. Плотва, лещ клюет на пуф. Такие разные, видите, ребят. Всякие цвета. 600 штук. Так. Погнали в курласки. Натурально. Это меласка, ребята, у нас. Натуральная свекольная патока. Свекла. Это у нас тоже свеколка. Сколько тут грамм, кстати? 250 миллилитров. Свеколочка. Тоже. И тоже свеколочка. Я уже, ребят, не помню. Так, еще пуфы. Тоже микс. 150 штук. Они, получается, флуоресцентные. Ну, они светятся, короче, в темноте, я так понимаю. Так, пошли дальше. Вкусняхи. Насадка для ловли рыбы. Это у нас клубника. Что-то типа, ребят, как перловка. А, да, это и есть перловка. Перловка, насадочка для ловли рыбы. Все в таких вакуумах. Прикольно, кстати. Вакуум и потом зажим. В общем, можно использовать на постоянке. Не на одну рыбалку. Не знаю, я такие вещи еще, ребят, не пробовал. Так, это у нас тоже пелец. Видите, с резиночками. Все как дела. Тоже пелец. Но это в основном, конечно, на конопля и кукурузу. Это в основном на карпа, конечно. Ну и пошла, ребята. Карпомания. Это у нас клубничка. Клубничка. Тоже клубничка. Так, клубника. Я уже не помню, ребят, потому что у них там что-то вроде уже под конец сезона ничего не было, а они там у меня уже с остатков. А мне срочно нужна была прикормка, потому что у нас планировался большой выезд. Но, к сожалению, и прикормка задержалась, и выезд не получился. Так, это у нас все клубника. 4 пакета. 6, 8, 10, 12 килограмм. Так, на сегодняшнюю рыбалку мы возьмем, наверное, кукурузу-то, смотрите, какая большая, ребят. Мы возьмем меласку одну, 100%. Вода пока холодная. Это клубника, и вся вот эта движуха пока не пойдет. Ну и у меня еще остатки с прошлого года. Там целая коробка у меня. Сейчас что-нибудь найду. В общем, ребята специализируются на карпах. Если что, карпомания, ребят, ищите в интернете. Очень много прикормки. Ну и спасибо за ведро. Спасибо за ведерко. Класс. Так, ну тут, в принципе, нормально. Хватит побаловаться. Идем дальше. В общем, друзья, потихоньку собираюсь, потому что первая рыбалка, надо все приготовить, ничего не забыть, это все другое. От донок отталкиваемся, и надо все не забыть. Уже подсачник, садки, там вот прикормка в первую очередь. Надо посмотреть по кормушкам, что да как и почему. В общем, собираюсь, ребята, и увидимся на реке. Погнали.
Ну что, братва, поперли? Потихо грусти, как говорится. Водичка упала еще. Сегодня наверх. Посмотрим там какие-нибудь точки. Хотя уже недалеко от дома уже точки тоже пооткрывались. Проверенные. Но сегодня сходим еще на дальняк. Так что поехали. Друзья, я на месте. Сегодня выбрал такое место. Интересно, кстати. В данный момент все равно еще водичка большовата, она не в русле. У нас река небольшая и у нас большое течение. Многие постоянно говорят: Андрюха, фидера вертикально, ты чё? Это неправильно, ребята. У нас именно ставится так, потому что течение, меньше сопротивления шнура, меньше травы на шнур. В общем, ребят, смотрите, река получается, идет поворот, и здесь типа как заводюха, курюха такая. И здесь на этом углу вот коса, пятачок уже открылся. И не стоять вот именно с пляжа, да, а вот именно вот с этой косы, ребята, в общем, у меня как треугольник. Буду кидать именно вот туда. Соответственно, течение здесь крутит, и как... В общем, как продольники будут стоять, не будут сносить, мне кажется, будет интересно. Вот. Местечко вроде как плотненькое.
Ну да, есть немножко, вот водичка выходит, но ничего, это полбеды. Вон с этой косы можно сесть. В общем, фидерная тема, ребята, это у меня лодка, в общем. Она и база сразу же. Когда стою по фидеру, я вот не делал какой-то там большой лагерь. Я в основном это у меня вот здесь на носу, ребята, у меня кухня. Здесь такое место. Здесь как стол, в общем. В лодке, ребята, я сплю на ковре. Место позволяет, по диагонали ложусь, набираю банку и в спальник бывает залажу. Ну тут есть вот травушка, вот там прикольно, можно палаточку поставить. Это максимум можно поспать с 12 там, до часу, до полвторого. В общем, вечерку отрыбачить. Ночью, как обычно, такое затишье. Сейчас еще может быть налим. Я взял червей. Можно поставить на червя налима. Попробовать сдернуть. И вот утрянка. Так, чтобы немножко отдохнуть, я бывает отдыхаю. В общем, в лодке, ребята, в общем, вся жизнь, движуха. Я и вещи не достаю, потому что вот сейчас достану все, что самое необходимое. И, в принципе, начинаем. Блин, ребята, соскучился уже по фидеру. Ох. Давайте начнем. Я сегодня пораньше специально. Во-первых, выходные. Народ будет кататься. Ну и, в общем, уже с вечера можно закармливать. А к вечеру уже точка будет закормлена у меня. И просто потаскаем мелочь. Вообще не важно. Отловимся мы леща, отловимся мы езя, не знаю. Но факт в том, что мелочушка по-любому будет. И просто кайфанем. Погнали. Так, друзья, ну что, все, в принципе, собрал удильнички, сразу по снастям пробежимся. Экадовские удильники, ребята, кстати, неплохие фидера, 360 у меня. Это подарок от Вади. Вадя, будешь смотреть, привет тебе, братишка, огромный. Задарил вот мне 2 фидера, я стоял обычно на трешках, у меня потому что хватает, ребята, река небольшая. И 3 метра фидера, в принципе, хватает. А вот Ездил я, ребята, на Волгу, и я понял, что там трешка это просто ни о чем. Катушки тоже, ребят, кстати, от Кайды 6+1, ну, не самые дорогие, в общем, все самое простое. Шнуры где-то 0,18, 0,16 у меня стоят. Вот, один и, в принципе, второй. Кстати, тест 150 грамм, ребята. Самый оптимальный у нас вариант, потому что я бывает и 120 гружу кормушку, 110 плюс прикорм. Ну, в общем, там 130 вес получается.
Здесь тоже идентичный. Правда, катушка вышла из строя, пришлось вот слабенькую поставить. 3000, но она, конечно, для фидера не подходит. Надо большой мах, большую шпулю. Тут даже байтранер стоит, но это, в принципе, не нужен. Это не карп. Вяжу паттерностер, ребята. Самый простой монтаж. Большая петелька и маленькая. Я не знаю, я как вот начал учиться фидером, так вот мне как понравился. Инлайн там все крутят, там что-то еще. Блин, не знаю, фидергаммы. Да, у меня есть заводский фидерграмм, который можно просто цеплять, но я, в общем, вот так использую. Здесь я просто что делаю, ребят? Кстати, сразу по кормушкам. Кормушки пули, я им не изменяю. Вот они у меня. Вот видите, 110-е даже есть. Блин, ну, простые, дешевые, потерять не жалко, летят хорошо. Кормлю частенько кукурузой, не просто как бы там рыбачу на кукурузу, кормлю кукурузой, и вот она вот тут пролетает большие фракции. Допустим, если сетка, кукуруза не вымывается. Мне очень нравятся дальнобойки. Я часто стою на гальках, на камнях. Одно из хороших мест у меня. Вот они с камней хорошо вырываются. Железно уже не то пальто. В общем, есть и поменьше. Есть, конечно, и такого плана. Как видите, закормочные. Это я, кстати, находил, скорее всего. Вот. Есть сеточные закормочные. Вот такие, 70-ка. Ну, не знаю, в общем. Противозакручиватель вот этот, ребята, старый век. Я уже давно ушел. Я просто цепляю сюда карабинчик застежкой, вертлюг точнее. О, уточка рядом крякает. Вот. И все, в принципе. Мне этого достаточно. Сюда петля в петлю работаю. Вот так. Соответственно, я могу зацепить маркерное грузило, промериться, отцепить его спокойно. Зацепить кормушечку какую-нибудь. Допустим, надо поменьше. Отцепил, зацепил, все. А здесь поводок делаю, петля в петлю, в принципе, все, ребят. Ничего не путается, все мне нравится, все хорошо. Вот. Как-то так, ребята. Все у меня по-простому, так сказать, по-народному. Набор крючочков. Ночью бывает перевязываю, ставлю меньше, ставлю больше. Вот, соответственно, почему такой большой запас. Крючки, ребят, я не экономлю. Я после каждой рыбалки меняю новые. Я их выбрасываю. Есть вот у меня такой заводской фидергам, ребята. Вот я как вам и говорил. Вот, это вот задевается петля в петлю. Точнее, вот здесь. Здесь кормушечка цепляется. Вот, и он отрабатывает. Вот такие оснастки тоже присутствуют у меня. Ну, это на крупную рыбу, это там так я пытался, и мне не нравилось, как я засекаю, я просто не понял. Соответственно, мне не понравилось. Так, в основном овнеры, ребята. 7-е, 8-е номера. Вон есть 11-е. Кстати, вот его надо цепанем. Как раз. Поводочную леску флюрокарбон. 16-я, 18-я. В общем, все зависит от рыбалки. Бывает, даже до 12 спускался. Но это баловство, конечно, оторваться можно. А так, просто, так скажем, рогатулечки. Бубенчики я использую таким макаром. В общем, они у меня присутствуют, но они у меня не дребезжат, как, знаете, вот эта поклевка. Малейший задев. В общем, слышно, все хорошо. Вот такие дела, ребят. Ну, все, в принципе. Просто как 2 копейки. Вот говорю, первая рыбалка, надо все вот смотреть. Что не хватает, докупать. В этом году, конечно, хочу, ребята, о, блин, тут тащит. Хочу взять себе подсак хороший. У меня, видите, какой детский. Ну, там что там лещ, душка, там еле поместится. С рукоятка длинной брать. И хочу кресло себе приобрести. Блин, ну тут вода, ребят, вчера еще стояла. Меня засасывает, надо что-то подкладывать. Ну, короче, такие дела, ребят. Сейчас сделаю поводочки и
Точнее, надо сначала прикормку сделать, чтобы немножко уже отдыхала. Мелкая рыба плещется. Красота. Так, друзья, ну что, давайте вспоминать. Так, по наживке, ребят, сегодня опарыш. Зарядился нормально так. В общем, взял червя. Мало ли, на ночь туда-сюда. Вот, меласки от Карпомании. Будем добавлять сейчас кукурузка. Кукурузу я добавляю сразу в прикормку, а потом, если надо будет, я просто с прикормки беру и насаживаю. В общем, отдельно не делаю. Ну и 2 пачушки от Italyx. Хорошая, кстати, прикормка. В прошлом году стоял чисто на ней. Еще запасы остались. Вот буду пробовать. Это универсалочка и анис. Потому что вода холодная еще. Такие как малина, шоколад и там тутти-фри. Еще рановато, мне кажется. Как обычно, ребята, база это пшено запаренное. Четко, видите, какое. Еще тоже теплое. Вообще ништяк. Так, баночку прям сразу вместе с водой туда кукурузу. Вот. И в этот пакетик сразу же, ребята, и мусор. Мусор нам не нужен. Поехали. Раз. Килограммчик. Ну, в принципе, вот это набор на ночь достаточно. Прикормка, если остается, я по сезону ее забираю и замораживаю. Раньше что-то постоянно выбрасывал. Ну, остается там. Я бац в речку. Остается бац в речку. Так. Свекловочная. Блин, интересно. Первый раз такое вижу. Ух, запах хрена матерый. Меласа, знаете, эта тема, ребят, какая? Это же возбудитель, как говорится, еды. Рыба жрет и насытиться не может. Вот. Ее и добавляют. Ну все, понеслась. Воды немного, ребят, потому что пшено влажное. И вот так вот. Сейчас постоит, набухнет, пока промеримся. Все, ребят, видите, она пшеном, в принципе, сразу уже готова. Не надо ее тут жестко увлажнять. Сейчас просто разбить надо. Пшено теплое. Сейчас сразу все вкусовые эти откроются. Но вода, блин, холодная. Вон сапог стоит в воде, уже нога замерзает. Весна дурная. Вода обычно в это время это уже прогрета. О, ребят. Класс. Потом со временем, когда у нас рыбачишь, подсыхает, немножко увлажняешь, если, допустим, не нравится. А так вот. Она скамкивается. И вот от пшена, видите, разбивается, ребята. Кукурузу так, как крупная фракция использую. Может, рыба даже ее и не ест, но на дне она все равно создает пятно. Рыбе, может, какой-то интерес будет, как минимум. Блин, классно получилось, ребят. Сразу с первого захода, так скажем. Пшено рулит. Ну вот, видите, ребят, прикормки получилось килограмма 3. В принципе, на ночь мне хватит. В 2 фидера
размотать все это дело. Мелочь будет клювать, так забросы частые. Бывает, просто потом через кормушку заряжаю, потому что ну уже перекорм идет. Сейчас интенсивно закормлюсь. Ну а к вечеру, чтобы точка уже стояла заряжена. О! Класс, ребята. Вообще огонь. Все, пускай отдыхает прикормочка. Так, ну что, let's go, ребятки. Где у меня тут маркер? Должен где-то быть. Да, есть. Есть у нас соточка, ребята. Сотка где-то секунда, метр падает. Можно, в принципе, замерить сразу глубину. Именно маркером. Блин, деликатка, ребята. Да ну нафиг. Так, у меня тут стоит клипса. Главное не бахнуть. Сейчас посмотрим старую клипсу. Ага. Так. Убираем ее. Сейчас промеримся. Поглядим, почем в Одессе рубероид, как говорится. Ну там ямка. Мне вот бровочку бы найти. Так, подкрутить надо. Че, ехаем? Поехали. Ух ты, упала. Мелко. Ага, я до ямы не достаю. Ну да ладно. Сейчас в сторону попробуем бросить. Песок. Коса еще, видите, не открылась. Обычно сидишь где-то вот там и как раз до ямы докидываешь. Тут очень сильно надо кидать. Песок. Ну вот, в общем, зацепился, ребят, я за что-то. Какая-то бровка есть. Так, делаю немножко слабину. И клипсуюсь, ребят. Клипсуюсь я 2 раза. Чтобы вы понимали. Раз, оборотик. 2, можно и 3. 3. Оп. Ну да, бровочка. Далековато, конечно. Здесь сотка будет груз, потому что тут у меня будет крайнее течение стоять. А это будет 90-80 шмалять. Сейчас попробую. Блин, далековато, ребят. Ну а что поделать? Ничего не поделать. Водичка еще большая, но зато, блин, уже трава. Охренеть, блин. Пока искал глубину, уже что-то прибило. Ну да, такое себе походу будет. Но охота пуще неволи. Ехаем. Раз. Блин, далеко, ё-моё. Глубина хорошая, ребята, 4 метра. Анатолий, танки грохотали. Ладно. Тут катушка матерая. И кончик поставил красный, самый максимальный, 150 граммовый. Тут зеленый на этом фидере. Там у меня 130 грамм. В общем, и катушка поменьше, и кормушка будет поменьше. А тут бровка такая жесткая. Соответственно, такие дела. Ну, пойдет. Ладно, первую нашли. Сейчас кормушкой кину. Поглядим. Так, 90-ик. 110. Так, 80. Вот он, соточка. Ладно. Первый нашли. Все, ребята. Вроде как, не знаю, определился. Посмотрим, что получится. Ну, как-то так. Все. Вот такой монтаж, ребята. Петля в петлю, поводочек. Ну и, в общем,
вся эта движуха. Блин, как соскучился, ребята. Полотенышко надо. Так, ну чё, опарики. Опарики. Кукушка. Сколько опарышев насаживать? Раз, два. Че, серьезно, что ли? 3, 4, 5, 6, 7. Ну, я уже 7 насадил. От души. На солнце активный. Мелкий опарыш какой-то в этот раз. Да иди уже туда. Потом ветерок подымется, вот так баночку поддержишь, ребята. Опилки слетят и нормально будет. Лайфхак, кстати, как почистить опарыш. Так, ну что, заряжаем первый, ребят. Ой, как все непривычно, как неудобно, как все это забыто. Ну что, погнали наших городских. Опа, рогатульку надо убрать. Есть. Пару оборотиков. Ой, не туда. Все, отлично. Сейчас посмотрим, что тут как по тяге. Как он сейчас себя покажет. Закормочный я не делал, ребят, потому что начинаю рано рыбачить. К вечеру, в принципе, точка уже вся рабочая. Ну, встал, смотрите. Как копанный, натянутый, правда, жестко. Ну, стоит. Сейчас поглядим. Понятно, что только-только рыбалка, только все начинается. Так что как-то так. Ну, садок еще, ребят, я не закинул. Традицию не разбиваем. Потому что изначально там приготовишься, подсачники, садки не надо. Поймаем рыбу, все нормально будет. Так, на второй, ребята, мы червячка замутим. Блин, правда, черви, конечно, мощные. Не под этот крючок, конечно, блин. Можно, конечно, и рвать. Вот так как-нибудь сделаем. Тут связь проскакивает. Женек звонил. Женек приедет. Тоже в этот район прет. Блин, хвоста нету. Как лучше-то сделать? Так, что ли? Женек прет. Так что где-то рядом будет. Можно будет ночью в гости сгонять. Чай попить. Ехаем. Ну-ка тут попробуем. Вот, упала. Ну, на этом, да, попроще. Не такая тяга, конечно. Ветерочек поднялся. Ну все. Поглядим, как говорится. Давно уже хотелось просто, ребят, вот так посидеть, покайфовать. На стульчике, уже не бегать, гидонки, костры, туда-сюда, вот это все, вот это. Просто хотелось посидеть уже, вот тут именно вот это кайф. Закормиться по-нормальному и пробовать. Класс. Погодка шикарная, тепло. Круто. На опарыша. Первая рыбка, походу, ребята.
А нет, мимо. Нормальный такой уже. Поддерг был. Женек идет. Кто-то бахнул, ребята. О, кормушечка вымывается. Все. Не сильно забивать просто надо. И все отлично. Кто-то бахнул. Пучок, походу, большой. Пока поменьше надо делать. Женек прет. Флагман 320, ребята, ДК. Интересная лодка. Ну и получается Ямаха четырехтактник пятерочка. Хорошо идет. Сейчас пойдет, чай пойдем. Так, первая рыбешка, ребята. Подлещик, Женек? Не, подлещик. На червя. Первенькая, ребята, лавруха. Небольшая, ну нормальная. Так, ну что, садочек распечатываем. Ладошник такой, ребят. Самый раз в автоклав я беру таких. Пойдет. Пойдет. Значит, подлещик есть, значит, и, может быть, и лещок залетит. Вот червя как не в себя лупит. А опарыша так что-то нет-нет. Но хорошая поклевка была на опарыша. Пока этот что-то тут вошкался с этим. Два фидера тоже такая тема, ребята. Я не знаю, я привык на два. Мне нравится. Конечно, на одно больше активности, как бы ты... Потому что бывает, что на эту что-то начинаешь, там, или рыбу достаешь, или там просто пересаживаешь. Бывает такая хорошая поклевка, лещевая, знаете, шнур этот провисает. Есть. А Женька у нас напротив стал. Там смотрит пятак. Видите, там островочек открылся. Вот по такой воде, блин, ну куда? Какая-то рыба, ребят. Вот подлещик. О, второй пойдет. Женек! Второй! Блин, на червя, ребят, смотрите. Я чуть покрупнее. Я чуть покрупнее. Классика жанра, за голубу нижнюю. Чуть покрупнее. Ладно, потом если что, отсортируем, как говорится. Блин, ветерок поднялся опять. Ну, в общем, червь в ударе, ребята. Червь пока работает. О, что себе. О, нифига. Рыба. Рыбка, ребята. Далекая бровка, конечно. Ну, работает. Блядь, опять подлещик. Угу. Ну, вот вообще уже нормально, ребят. Укрупняемся. Укрупняемся. Тихо, 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 тихо. Червячок-то. Я уже кусочек поставил.
Отлично. Ну, у меня Женек вон рядышком, ребята, с кочки. Вообще весело будет. У него там, правда, маленький пятачок такой. Ну ничего. Пойдет постоять. Тонет, говорит, проваливается. Ничего, нормально, кусты накидает. Ехаем. Вторая, Жень, чуть подальше. Да. Но глубина, короче, метра 4-5. По кормушкам. Я сначала ближе пробовал, ну, блин, не то. Ну, давай, давай. Давай. Пробуй. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов на все покупки. Получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ради эксперимента поставим тоже на червя второй. Видите, ребят, весна. Еще не работают такие насадки. Так, опарыш нам не нужен. Крайнюю рыбалку я ходил на донки. Тоже ставил на кукурузу. Полный игнор. Полный причем. Вот мяско работает. Я даже цельного не ставлю, просто половиночку, кусочек. Вот такой. Он толстый, блин, конечно, не подходит под этот крючок, но ничего. Подлещик вроде не брезгует. Ехаем. Вот так вот. Ну, метров 5 точно здесь, ребята, у меня. Дальше стал бросать, вроде нормально. Женя сейчас промерился холотиком. 6 метров у него там на точке. Ладно, это перезабросить надо. Ну, подумать, что там, ребейка что ли какая-то. Ребейка какая-то, ребята. Ну, брат Ёрш, как без тебя-то? Ну, червят. Глупо бы было. Заглотил, зараза, слюнявый. О, сразу на червя, ребята. Пожалуйста. Давай, больше не попадайся, иначе я не буду вас потом. Еще пойдет кусочек. Отпускать потом не буду. Буду кормить чаек. Вот так вот. Красота. Полотенышко надо взять. Женек вроде обрыбился. Что там, Жень? Хороший? Ну, Женька, сход.
Что-то хорошее. Че, Женек, первая рыба? Ха-ха. Понял. Ага. Кого-то подсек, ребята. Блин, ветер как раз в мою сторону. Неприятненько немножко. Где ты там? Кто ты там? Я не вижу. Куда он пошел-то? Сюда, в эту сторону. И есть контакт. Стандарт. Стандарт, ребята, лавруха. Такой. Весь после весны какой-то битый. По кустам шародил. Икру металл. Такой весь. Так. Ну. Идет дело по тихой грусти, как говорится. Это радует. Пока ни одной плотвы, ни ельца, ничего такого нету. Я только-только ее закинул. Кормушка даже не вымыла. Полная еще. И червяк. Кусочек причем, блин. Херачит. И все. И нормально. Да, проблема, конечно, с червем, ребята, это ёрш. Вот. Он садится тоже капитально, конечно, на червя. Надоест, походу. А за ночь, ночью так они вообще. Ну тут все разорвал. Будем кормить чаек. Блин, слизкий весь. Так. Кого-то взял, ребята. У Женька сейчас ход был хороший. У него там зацеп рядом с берегом. Не допер, короче. А я, походу, очередного подлещика тащу. Все, пока на крайне. Очередной золотой. Лаврентий. Блин, стандарт вообще, ребят. Как бы, ну, не мелкий, средняк такой. Ну, как не мелкий? Мелкий, конечно. Ну, есть. Блин. Значит, ребята, должен здесь быть лещ. Если мелкого столько стоит. Должен быть здесь лещ. Вон на кусочек-то. Раз. Два. Кто там, блин? Кто-то идет, ребята, вроде. Подлещик. Подлещик. Раз что-то дернул, и все, тишина. Достаю, сидит. Ну вот.
Женек уехал. Не понравилось ему там зацепы какие-то. У него там сразу свал идет. Глубоко очень. Сейчас все равно как бы более надо такое место искать. Это летом, да, когда вода очень горячая, уже прогретая, там, да, надо, ну, более яму какую-то искать. Рыба туда прячется все равно. А сейчас вода пока холодная, она все равно более на меляки выходит, мне кажется. Уехал, короче, дальше. Пойду, говорит, пока Андрюха не поздно. Время еще позволяет, поищу точку. Ну, мне, в принципе, нравится, что мы там штук 6-7 завалили уже. Такие грамм 200. Подлещики. Так что такие дела, ребят. Килограмм уже поймали, короче. Не знаю, что. Я все равно, ребят, в точку надо верить, понимаете? Когда вот приезжаешь и вот стоишь, блин, не клюет. Как будто сразу охота поклевки какие-то. Не, ребят, это фидер все-таки. Это английская донка, надо кормиться, надо ждать, ожидать, смотреть, в общем. Если перспектива есть, тем более Женя, говорит, холодно посмотрел, рыба, говорит, есть. Почему нет? Надо просто пробовать, может просто сместиться надо было чуть-чуть. Ну, не знаю, в общем. Первые рыбалки, ребята, они такие, всегда что-то хочешь, что-то, ну, что-то как-то куда-то. Вот. В точку надо просто поверить и все. И тогда все получится. Как и в блесну, как и в воблер. Надо в него верить. Вот нацепил, блин, в прошлую рыбалку там щука попалась на зеленый. И ты там что-то подбираешь зеленый, ребят. Нет, это погода и сегодня вот на зеленый, завтра на желтый. Это всегда такое было. И с этим расчетом надо и понимать, и жить. Вот в коробке у меня тоже там куча воблеров, допустим, блин, а закидываешь один, да, в один цвет. Нет, ребят, надо вот реально пробовать, потому что сегодня пасмурно, один цвет работает, а завтра ясно, другой цвет работает, также по фидеру. По прикормке даже, да, тоже прикормка может даже отпугнуть наоборот, нежели прикормить как бы. Или собрать такую мелочь страшную. Вот это, у кого-то уклейка, там у кого-то у нас верхоплавки вот эти бывают. Они даже до 3 метров спускаются, реально, и стоят просто стеной. И ты забрасываешь, они вот этот лупят его, садятся, в общем, ну такое себе. Так что такие дела, ребятки. Не, ну мы постоим, что, нормально вроде встали. Хорошо. Ёрш, ребята, капитальный ёрш. Прям надоел. Ребята, тут следы какие-то, блин. Такие не маленькие. Может, конечно, это и собака. Но мне кажется, навряд ли. Блин, такой след. Может, и волчонок ходил даже. Кстати, здесь вот курья такая. У нас так называют. Вода жестко упала, конечно, блин. Сейчас вот на удочку прикольно надо посидеть, закормиться. Прям в траве. Там плотву можно половить. В общем, по продольнику, если выезжать, то нормально. То нормально. Можно живца вот так ловить. Так что-то решил размяться немножко. Погодный класс, ребята. Еще вышка. Вон тут шикарная поляна. Мы здесь когда-то стояли даже. Царица Юрины. Травка уже такая, блин, классная. На лугах. Вода, видите, заливная была. Сейчас вот много удобрений. И вот тут прям палаточку если поставить, мне кажется, круто будет. Так, кимарнуть. Да, я если что, в лодке кимарну. Так, посмотрел, что происходит вообще рядышком. Пляж тоже прикольный. Но я здесь
не рыбачу. Пляж очень большой. Здесь, кстати, если донками встать бандой, человека 3-4 можно спокойно вообще вместиться. Поклевал подлещик небольшой. И сейчас что-то ёрш. Пару поклевок хороших было. Сейчас что-то один фидер опять поставил на парыша. Потому что ёрш надоедает на червя. Вот. А так круто. Круто, ребята. Блин, езёвый пляж. Тут на езде. На что-нибудь, на личинку майского ЖК или на вот на самого майского. Здесь, наверное, было бы нормально. Ну так, если банды заезжать, то здесь, в принципе, можно вставать. А так шикарно. Погода радует, ребят. Вообще радует. Что за там зверь какой-то? Кого-то вроде, ребята, зацепил. Хотя непонятно. На опарыше, кстати. Ну да, кто-то там рыпается. Кто-то рыпается. Не большенький. Кто это у нас? Все же самый подлещик. Причем, блин, стандарт. Вообще стандарт, ребята. Ё-моё, не покрупнее, не поменьше. Все в одно жало бьем. Лаврушка. Оп. Ну да, парыша хапанул. Так что имеет место быть. Но зато хоть ёрш его не бомбит. Это уже радует. Это уже радует. В общем, поддержим одну на опарыша, наверное. А там поглядим, как говорится. Вот он. Чисто бахнул сразу сходу. Даже не обсосал. Запылесосил его и все. И остался на этом. На крючочке. Да. Да. Ну, не знаю. Штук десяток уже подняли таких ладошничков. Штук десяток ладошничков подняли. И все. Блин, ни плотвы, ничего. Вот эта сторона, конечно, дела. Странные дела. Что ночью будет интересно. Очередной.
8 метров нахуй. О, палатка, видишь, стоит? А это не вода. Ну что, братцы, все. Солнышко на зените. О, телефон сел, надо на зарядку ставить. Съездил, кстати, до пацанов. Кто это, блин? Съездил до пацанов, ребята. У меня тут, кстати, кореша приехали, кажется, нифига себе. Я 1000 лет их и не видал. Они встали чуть ниже, там в траве. Ельца ловит, в общем, на удочку. Андрюха туда-сюда, говорит, ты чё, говорит, мы 1000 лет не виделись вообще, там пацаны здоровые, ребята, мои кореша. Вообще. Ну, блин, к сожалению, они на вечер только. Они говорят, блин, мы бы знали, мы вообще, говорит, с ночевкой поехали. Давай, говорит, может, забазируемся туда-сюда. Я говорю, не-не, ребята, давайте там сами отдыхайте, фестивальте. Они там с музыкой, с мангалом, в общем, там у них все серьезно. Ну, прокатился минут 20, меня не было здесь. Прихожу, вот у меня подлещик тут что-то дернул. Ну все, солнышко, ребят, садится. Сейчас более-менее хоть очки можно снять. Здравствуйте, да, как говорится. О! Ну вот весь стандарт, ребята, вот такой он клюет. Такой вот. Один к одному прям вообще. Тут целая банда их, походу, где-то плавает. Блин, ну Леха-то нормально должен где-то тут тоже ходить-то, по идее. Ни сорожки, ни окушка, червь, потому что присутствует, ничего, ни пескаря, ёрш и подлещик мелкий. Ну, такой ходовой, самый котлетный. И в автоклав такой тоже пойдет. Ну, блин, охота поймать. Вот это там что-то шеволит. Непонятно. Стандарт. На червяка бахнул. Ребятки, на червячка бахнул. Знаете, ребят, вот сейчас жду вот эту поклевку, знаете, в провиц. Я фидером уже занимаюсь 4-й год. Немножко так для себя понял, именно по своей территории. Я себе берег упал. По своей реке был на вычеде. Ну, в многих местах был, конечно. И на Волге я прожил 10 дней, прям вообще фидером, ребята, рыбачил. 3 республики прошел. Республику Татарстан, Чувашскую, в общем. Нормально там подвигался. Понял немножко для себя по фидеру, конечно. Вот. И вот эта поклевка в провис, ребята, я вот прям жду ее сейчас. Это все вот не то. Когда лещ, вот бахает там такой килограмм плюс. Вот бам-бам, и шнур просто провисает, понимаете, ребят? Вот это круто. Вот я прям жду ее сегодня. Дождемся, не дождемся, не знаю. Вот это воин. Но червяк как будто сразу жадно берет. А вот на опарыше именно он прям что-то так. Хотя пучочек, что ему соснуть-то вообще там 3 секунды, у него пылесос-то не маленький.
И он что-то его так, знаете, бум-бум-бум-бум, и по резко выплевывает. Как будто не нравится все-таки ему. Кукуруза 0. Опарыш. Так, средний. Червяк в основном. Но на червя, конечно, берет ёрш. Нет, это тяжести, которая должна быть. Но рыбка есть. Небольшая, опять же. Опять же надо подлещик этот. Не крупный. Вот та же лавруха. Блин. Так она еще, ребят, стандарт, понимаете? Я в шоке, блин. Нет густеры вот этой. Нет мелкого подлещика. Вот больше ладошки. Ну, вот небольшой. Есть, конечно, покрупнее. Но, блин. Одна и та же история. Ой. Блин, тут немножко подсасывает. Вода упала недавно. Зацепил очередного, походу. Ну да. Очередной, ребят, подлец. Вот такой. Блин, круто, ребят. Вообще кайф. Такая, знаете, тренировка прям. Уже накидал этих подлещиков, блин, там, не знаю, целую кучу. Только вечереет, только сама рыбалка, по идее. Трясогузка рядом сидит. Я все раньше маленький думал, блин, что за утка такая? Она, оказывается, вот такая маленькая птичка. У меня есть 2 стейка хороших, ну, куска мяса. Блин, женьком бы зажарить, посидеть, пообщаться. Может, получится как-то его найти. Уехал куда-то, хрен знает. Мотор, что ли, подумается? Какой? Какой-никакой. Тащу очередного, ребята. Уже половину не снимаю. Потому что, ну что, один за одним, короче, они прям под нагодку такие одинаковые. Хоть плотвичка какая-нибудь залетела. Нет, он вот стандарт, ребят. Нормально там банда прет. Подлец, подлец. Котлеты знатные будут, ребятки. Да ну нахрен, ребята. Вот самое это обидное, когда ломается флешка. Уже вечер. По фидеру. Уже рыбки половили. Ну, к сожалению, короче. Контент не донести. Все, флешка, короче, ребята, взломалась. Все. Пишет, что, короче, сломано. Да, неприятно.
Ё-моё. Короче. Вот такие дела, ребята. Ладно, отрыбалим для себя. Подлещика поймали. Нормально поймали. Ну, зараза, короче, флешка подвела. Чебуречек, ребятки. Ну так вот, ребятки. Под лавкой сейчас смотрю. Грязь у меня. Надо мыться. Ну, в общем, что, все, ребятки. Буду отдыхать. Пару часиков посплю. Да даже не то, что посплю, согреюсь. В спальнике-то нормально, ребята. Она будет теплее намного. Жалко, камера подвела, конечно. То, что старался все отснимать. Отснять, все показать. Ну, как-то так. Ничего не бывает вечным. В общем, все, ребят. Ну да. Все, ребят. Отбой. Утром вечером мудренее, как говорится. Друзья, доброе утро. Ну чё, чёс продолжается, ребята. Что он делает с фидером, блин? Короче, ребята, подлещики лупят. Все как под один. Крупного нету. Проснулся. Шикарно. Поспал в лодке. Вообще отлично. Ночью замерз немножко. Солнце встало, потом пригрело. Красота. В общем, таскаю, ребят, что. Подлещик.